Я понимаю, что, возможно, это козье молоко с самогоном. В вашей стране это популярный продукт? Нет, купил за 125 рублей 0,5. Чего? Кобылье молоко. В смысле ложь? Налил. Капец, я прям... А зачем это вы все делаете? Вот для чего? Теперь ты знаешь, что такое кумыс, да? Да. Корут. Да. Это делают или это растение какое-то? Делают. Делают, да? Берут молоко. Не рассказывай. Кумыс и курут. Кумыс и курут. Кумыс и курут. Это по-французски. Ну давай попробуем. Так, давай начнем с кумыза, да? Ты слышал кумыс? Давай слово? я вот правда зрителям скажу. На самом деле мы уже с Тимой смеялись над этим. Ну это лично я не говорю, что все русские там, либо другие люди. Я думал, это спиртное. Я думал, кумыс это ваш какой-то... Ты его не болтай. Я думал, кумыс это ваш самогон. Кумыс, саке. Не знаю, почему я так думал. Вот. И буквально минуты 3 назад я звонил своей женщине, своей девушке любимой. И она сказала, что кумыс это козье молоко. Ну не знаю, Тима с этого смеется. Вот я вижу бутылку, я понимаю, что, возможно, это козье молоко с самогоном. Ну, расскажи мне. Ты знаешь, за сколько я его купил? Вообще не знаю. Я его купил за 125 рублей 0,5. Ну, в России, я да. так думал, ты его сам сварил. Да нет, ты его как-то сваришь. Я вообще не представляю, что это. Но я понимаю, это молоко. Если честно, это я точно. думал, что ты представляешь, из чего это делается. Кумыс это Тут кобылье... Чего? Кобылье молоко. В смысле лошадь? Да, молоко. Лошадиное молоко. Лошадиная сила, да? Там, наверное, должно быть вот черное, видишь? Это вот что-то. Это шкура. Это и есть вот дым. Это дым? Да, из-за дыма там черные вот такие кругляшки появляются. Кобылу доят 5 раз в день. Прикинь? Корову же 1 раз или 2 раза. Там 5 раз. Реально, 5 раз доешь. Налил. Капец, я прям... И пьешь, это кумыс называется. Просто чисто молоко, шкура и дым. Лучше бы это было бухло. Ну, на самом... А зачем это вы все делаете? Вот для чего? Зачем вам корова? Хочется же немножко есть же корова. кислинки. Ну, просто подоил, оно скисло и пьешь. Ну, это же сложно. Нужно козу убить, зашкурить. Нет, это... Живой вот эта козу. шкурка, она... Ну, где-то на год хватает ее. Капец. Ну, она как мешок, просто стоит как сосуд, и все. И кастрюли не надо тебе, бутылок. Очень странно. Ну, вот реально. И кумыс делают только в Джайло. Нигде его больше не делают, только в Джайло. Потому что... Это город какой-то? Нет, высоко в горах. Там же кобылу держат, а кобылу больше нигде не держат. Она прям кобылу не завязывает, она прям свободно там ходит, питается чистыми травами, да. Ну, не дикая, но прям это вот 100% натуральный продукт. Так, давай разберемся. В вашей стране это популярный продукт? Нет, ты его пьешь только если в Джайло высокогору поднимаешься. Ну, то есть, в принципе, каждый киргиз, он его пробовал, да? Конечно, да. И практически всем он нравится. Да. То есть, если он мне не понравится, я даже нарвусь на такую критику. Даже говорят, что у него есть лечебные свойства. Джайло туризм называется. Люди едут в Джайло, платят деньги, чтобы каждый день пить кумыс и лечиться. Целебные свойства у него какие-то есть. Сейчас Джайло туризм это называется. Идешь в Джайло, 10 дней пьешь только молоко вот это вот. Типа организм очищается и домой. Ну ладно, что. Давай пробовать. Давай пробовать. А шарики вот эти? Сейчас с кумыса начнем. На что похож? Вы знаете, пахнет... Ну-ка дай. Я просто тоже не пробовал. Ну, пахнет типа... Не знаю, не да, кефир, кумыс. когда кумыс. Дымчик, чувствуешь дымчик такой? Ну, пахнет, блин, у меня ж вырабатывается, да, слюни? Слюни, да? Я не знаю, как что пахнет. Как попробуй. творог сладкий пахнет, вот. Попробуй. А вот эти шарики, ну, их не да, надо? Нормально, да. Нормально, да, такое кисленькое? Пей. Не буду больше. Попробуй еще пару глотков сделать. Что? Люди, знаешь, в Джайло туризме ее литрами пьют каждый день.
Во-первых, Так, у меня к этому надо какая-то- привыкнуть, да. Для тебя же это первый раз, да, пробуешь? Это очень кислое, соленое. Ну, я не знаю. И какая-то штука мне попалась такая жирная. Да. Вот Ну, этот вот шарик. это и есть, да, шарик дымный. Да. Не, может, ну я не знаю. Ну, там, допустим, есть люди, может, пониженная кислотность там. Ну, нет. Вот, Джалё туризм у нас. Теперь ты знаешь, что такое кумыс, да? Да, спасибо. Целебные свойства у него есть. И, в принципе, он нам очень нравится. В общем, эта штука, она очень... Она даже сейчас у нее вкус есть. Это очень кислая, соленая. Столько мучения, да? Если бы ты Убить козу, сделать это, подоить эту лошадь, да? Если бы ты закрытыми глазами выпил бы, ты бы узнал бы, что это молочный продукт? Нет. Нет, да? Нет. Похож, да, на молочный? Ну, я теперь точно знаю. Если я закрытыми глазами выпью еще раз это, я сразу кумыс отличу, да. Но вкус у него, согласись, такой, один такой, да? Да, Ни я с такого чем не еще сравним, не да? пробовал. Нет. Согласись, да? Нет, да. Значит, кумыс это не спиртное, и это не козье молоко. Как вы думали, да? Да, да. Следующий продукт у нас курут. Курут. Да. Курут. На, пощупай, что ты думаешь, что Так, ну, по ощупь, ну, вообще... это? А, это еще такие- ты думал, что это закуска для спиртного вот этого напитка, да? естественно, когда я в руки взял, я так смотрю, ага, думаю, у нас, значит, есть выпивка, и есть, ну, какие-то шарики, они похожи на Рафаэлки. Подожди, вот ты такие их маленькие. видел до этого? Нет, никогда. Курут слышал такое слово? Нет, не слышал. Первый раз, да? Первый раз, да. Нет, я ты так не думай на меня плохо. В общем, что, ребят, я могу сказать? Во-первых, упаковка. Упаковка такая, Садись которая... подальше, потому что фокус вот здесь. Да, вот. упаковка такая, что... Ну, не подумай, что это съедобно. Не знаю, так оно продается, да? А знаешь, что еще было у нас? Прошлое воскресенье мы снимали пранк. Я там на милиционеров нарвался. Взял Да. у них телефон и ну, типа, отвернулся и ушел. Такие же пранки же есть. А. Они меня такие остановили и говорят, документы покажи, говорит. А у меня документы рядом с камерой, далеко, скрытая же камера. Подошел туда, там документы достал, говорит, что снимаешь? Удаляй видео. Пришлось Давай. удалить видео, да. И они начали обыск делать. А у меня в сумке был вот такой вот пакетик. И чего? И они достают такие, у них такие рожи были, прям достают такие. А это что такое? Ну, Вот у на них самом рожи деле, это были. действительно на что-то похоже. Ну, я думал, это закуска. И сейчас я думаю, все равно я думаю, что это сладенькое что-то. Вот я прям уверен. Это какая-то сладенькая штучка вкусная. Беленькая, но твердая. Из чего его делают? Его делают из... Гречки? Какая гречка? Рис? Ну, ты знаешь, я вот сейчас на это смотрю, мне кажется, может это даже какое-то типа плодовое какое-то, да, как каштаны. Нет, не может быть. Это делают или это растение какое-то? Делают. Делают, да. Ну, белая мука, хлеб. Ладно, скажу. Из молока делают. Опять из молока. Из той же самой, наверное, кобылы. Да, сначала вы ее Нет. доете, потом что Нет, там, нет. сошкребаете Это со шкуры, наверное, вот это молоко и накатываете шарики. Это из Капец. коровьего молока делают. Коровье молоко. Слава богу, да? Ну, кумыс вообще Давай я тебя очень открою. странно. Ребят, в принципе, даже если никому не рассказывать, что это не спиртное, судя по вкусу, можно подумать, что это спиртное. Мгм. Вот такое до сих пор осталось что-то. Спасибо. Так, запах. Да, пахнет. Ну, вы знаете, кумыс пахнет вкусно. А Это этот крут. пахнет... Курт этот пахнет таким деревенским молоком. Все, кушаю. Кушай. Оно соленое. Да. А ты думал сладкое. Я думал сладкое, прикинь, облом. Капец. Ну, это похоже на какой-то камешек, который я ем. Он очень-очень соленый. И он слишком так отдает вот этим деревенским молоком. Чересчур коровой или козой, даже не знаю. Ну это 100% молоко, потому что. Но
из-за вот этой солености похоже немного на брынзу, в принципе. На брынзу, которая сухая. Ну так и есть, это соленый сушеный сыр. Да, но брынза вкуснее. Я бы брынзу ел бы. Ну, не надо доесть его или не обязательно? Ну хочешь? Оно дорогое? Нет. Нет? Я за 25 рублей 5 штук купил. Ну все, я не Если- буду доедать. Ну, оно, странное, правда. Нет, знаешь, что в этом плохое? Это знаешь, как делают? Я даже не знаю, что из этого вкуснее, кумыс или вот этот курут. Берут молоко, Не рассказывай. делают сыр. Нет, Да, тут потом все ежиков мертвого заливают или кого, я не знаю. Берут сыр, из молока делают сыр. Ну, я не знаю, как... могу по-кыргызски этот процесс рассказать, но лучше по-русски я одно слово нашел. Делают сыр из молока, Мгм. добавляют соль, катают шарики и сушат на солнце. Все. Сушатся Да? они где-то неделю, наверное. И все. Ну, в общем, я не знаю, может, у этого продукта есть какая-то польза определенная. Ну да, его удобно носить, он долго хранится, наверное, из-за этого. Да. Но, Кстати, он, ну, наверное, лучше есть бессрочный. творог, скорее всего, или просто сыр. Вот он, ну, мне просто понятней. Я вообще, я прям удивлен. Я думал, кумыс люди бухают, этим заедают. Но, ой. Так. Ну, Ну что ж, простите, Николай. это, правда, опять мое личное мнение. Да, но- кстати, хотите объективное мнение, ну, слушайте, но любой человек может сказать, что это хорошо, но личное мнение это всегда ценится выше. Согласись? Спасибо, Николай. Да не за что. Спасибо А, тебе за угощение. Вы простите, ребята, что я не понял ваш национальный продукт. Ну, Ну, у каждой нации свои да, продукты, кто-то там да? сало не понимает. Да, как можно свинью кстати, да. есть? Есть же такие, вы же не едите Да, свинью, да, да? да. Вот как можно сало есть? Прикинь, свинью убить и есть. Так же самое для меня удивительно, как можно взять, значит, лошадь. Ладно, спасибо, что посмотрели видео. Всем Молодец. пока, ставьте Счастливо. лайки Ставьте и лайки. подписывайтесь. Пейте кумыс, будьте здоровыми. Да. Чао. Или как там? Кака- Саламат чао, тагалгыла. Да. Ну-ка скажи. Я не могу. Саламат тагалгыла. Саламат талагалы.